Слово предоставляется председателю благотворительного фонда «Батандаш Соотечественник» Рустему Халилову. Просьба ко всем выступающим укладываться в 5 минут, потому что времени осталось мало, а работы еще очень много. Уважаемые гости, уважаемые члены Совета, я хотел бы остановиться на том, что мы впервые, вот эти все присутствующие здесь, участвуем на настоящем общенародном собрании. Здесь, начиная с Линтуна Романовича, был задан тон тем проблемам, которые стоят перед нашими соотечественниками, которые здесь обустраиваются, которых надо перевести. И вы знаете, что сегодня мне было настолько приятно, что каждый выступающий, будь это работник образования, будь это работник какого-то там другого направления, с болью говорил о том, что нам надо это все разрешать. Я благодарен Януковичу, президенту Украины, за то, что он переформатировал наконец-то этот совет представителей от монопольной какой-то структуры, ввел туда других мыслящих людей, другого направления. Я благодарен Могилеву и его команде, которая здесь запустила этот совет представителей и пытается сегодня, эволюционным путем, можно так сказать, стабилизировать и эффективно отразить вот в этом управленческом органе все направления. Я хочу поблагодарить уже на начальном этапе. Год назад Крымско-Татарский фронт поднял вопрос о Бишкекских соглашениях, и сегодня видны уже первые шаги этого же совета, Верховного Совета, который в большинстве, вот обратите на одну вещь внимание, если идет конструктивная работа, то 70-80 голосов в Верховном Совете будут работать на маленький крымско-татарский народ в этом парламенте. То есть не найдется человека, который скажет, это не надо этим людям. Я хотел бы, чтобы вот то, что говорил Гамир Баев, абсолютная правда, ведь тогда вообще уровень влияния на принятие управленческих решений было нулевое у крымских татар. Да, было мощное национальное движение, были предложения, были обращения и все остальное, но уровень принятия в управленческих структурах Верховного Совета СССР, правительства СССР той огромной страны было нулевое. Но мы сумели доказать свою правоту. И были приняты выводы, предложения и так далее. Возвращено, хоть и не дали хорошо отработать команде в свое время комитета, но все, что тогда было сделано, это было из выступлений сегодня предыдущих участников, оно сегодня явилось базой в основном для 20-летнего вот этого вот, я извиняюсь, шарлатанского правления. Так вот, сегодня слово «возвращение», к сожалению, выпало из лексикона. А что означает слово «возвращение» для крымско-татарского народа? Это 1/3 соотечественников находится за пределами Крыма, за пределами исторической родины. Я 2 года назад взял смелость на себя проинициировать на весь мир, слава богу, есть интернет, есть Милиферха, есть другие издания, которые опубликовали и дали ход этим всем событиям. Я благодарен сегодня Совету, только начинающему Совету, за то, что они уже внутри Верховного Совета Крыма приняли обращение, и, видите, в стадии наработки находится вопрос Бишкекских соглашений. Я буду благодарен тому же президенту, который во всеуслышание, может быть и на 18-е, это желание у меня, скажет о тех соотечественниках, которые находятся за пределами. И ко всем обращаюсь, хочу пожелать одного только. Если мы даем пожелание, значит мы должны все помогать, всем, друг другу, ради своего народа. Сау вам.